Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе о перспективах двустороннего сотрудничества, рабочий визит президента Науру в Абхазию. Паспорт, не выходя из дома. Новая услуга в МВД. Учиться делать добро. Акция в школах Абхазии ко Всемирному дню доброты. Обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. С этой целью состоялся рабочий визит в Абхазию президента Республики Науру барона Вака. Прошла встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с бароном Вака и встреча в расширенном формате с участием делегации Науру и членов правительства Абхазии. Подробности в репортаже Ирины Аршба. Программа официального визита началась с возложения цветов в Парке Славы. Президент Науру барон Вака и члены делегации в сопровождении министра иностранных дел Абхазии Даураковы почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Затем в администрации президента Абхазии состоялась встреча президентов Рауля Хаджимба и барона Вака. Приветствуя высокого гостя, Рауль Хаджимба выразил благодарность за поддержку, которую оказывает Абхазии руководство Науру со дня признания независимости республики. Как отметил президент Абхазии, отношения между двумя государствами развиваются в духе дружбы и делового партнерства. Было ряд рабочих визитов делегации Республики Науру. И сегодня есть возможность с вами переговорить по тем вопросам, которые будут иметь интенсивное развитие в наших отношениях. Единственное, о чем мы сожалеем, что визит очень краткий. Думаю, что при следующем вашем приезде будет больше времени для того, чтобы посмотреть на все наши достопримечательности, на наш край, на нашу республику, знакомиться больше с нашими людьми. Барон Вака поблагодарил Рауля Хаджимба за теплый прием и подчеркнул, что Науру остается приверженной тем дружеским отношениям, которые установлены с Республикой Абхазия, и готова и впредь оказывать поддержку. Я хочу вас заверить, что сегодня народ Науру хорошо уже знает Абхазию и знает также, что Абхазия – это не просто страна, это друг Науру. И вот, несмотря на то, что вы, в принципе, только начинаете, можно сказать, тем не менее, мы хотим вас заверить в том, что у вас есть искренний друг в нашем лице, и мы вас заверяем в том, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам процветать. Я уверен в том, что у нас будет возможность учиться у вас многому, и все наши отношения, они исключительно будут базироваться на дружбе. Мы хотим, чтобы эти отношения наши страны, они были партнерскими по абсолютно всем возможным вопросам. Затем состоялась встреча в расширенном составе. В составе делегации Науру министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, советник президента по особым поручениям Милтон Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес. Приветствуя гостей, президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что между Республикой Науру и Республикой Абхазия сложились добрые, доверительные партнерские отношения, которые позволяют создавать условия для большего понимания Абхазии на международной арене. Глава государства выразил уверенность, что эти отношения будут развиваться и укрепляться в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между Республикой Науру и Республикой Абхазия, который был подписан в 2016 году. Рауль Хаджимба предложил создать межпарламентскую группу дружбы, куда вошли бы Науру, Вануату, Тувалу. Группа смогла бы лоббировать интересы Абхазии в этом регионе. Мы хорошо понимаем, что признание – это не скорый процесс, но возможности лоббирования через такого рода структуры позволит начать выстраивать отношения на уровне гуманитарных, экономических отношений с рядом других государств. Считаю также возможным выстроить отношения с форумом Тихоокеанских островов, куда входит Науру, возможность установления этих отношений, которые дадут знать об Абхазии больше. Рауль Хаджимба выразил особую благодарность руководству Республики Науру и постоянному представителю при ООН госпоже Марлен Моузес за оказываемую поддержку во время обсуждений темы беженцев в Генассамблее ООН. К сожалению, у Абхазии нет пока такой возможности демонстрировать свою позицию с этой площадки, но наши друзья дают нам такую возможность говорить и
доносить до мирового сообщества о той ситуации, которая складывается в Абхазии. Президент Науру барон Вака представил руководству Абхазии членов делегации Республики Науру и отметил, что данный визит направлен на то, чтобы продемонстрировать солидарность между нашими народами. Вы можете всецело на нас рассчитывать как на надежного партнера, как на сильную сторону, которая будет вас поддерживать, подчеркнул барон Вака. Большое спасибо, господин Хаджимба. Я хочу сказать, что в недавнем прошлом мы и мои коллеги решили осуществить этот визит в Абхазию. И вот данный визит он направлен на то, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и солидарность вам и в качестве друзей, и вот именно солидарность между нашими народами. Во встрече с абхазской стороны приняли участие спикер парламента Валерий Кварчи, руководитель администрации президента Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кова, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. После официальных встреч президент Науру барон Вака совершил прогулку по набережной в сопровождении министра иностранных дел Абхазии Даура Ковы. 13 ноября в понедельник президент Республики Науру отбыл из Абхазии. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Глава МИД Абхазии Даур Кове в рамках рабочей поездки в Израиль принял участие в международном круглом столе «Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем», который прошел в университете Тель-Авива. Подробности в материале Ренаты Шакая. Абхазия будет развивать с Израилем культурные и гуманитарные связи. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Даур Ковы по итогам своего визита в Израиль. В рамках визита он встретился с мэром города Сдерат Аланом Давиди. Если говорить о встрече с мэром города, мы проговаривали возможности сотрудничества между городом Сдерот и нашими городами. Сотрудничество в области культуры, в области искусства, молодежной политики, спорта. И, к моему удивлению, мэр проявил готовность сотрудничать, несмотря на ту политическую ситуацию, которая сегодня есть. Вот, поэтому очень живой интерес. Более того, опять-таки в рамках поездки были еще ряд встреч с представителями различных органов исполнительной власти. Вот, говорили в том числе с представителями Министерства абсорбции. Как вы знаете, тема репатриации в Израиле она очень развита. Вот, и договорились о возможности организации визита либо их представителей сюда, либо наших туда, для того, чтобы поделиться опытом и узнать о каких-то новых методиках в этой теме. Вот, поэтому очень была такая позитивная, хорошая рабочая поездка. Помимо официальных встреч, Даур Ковы принял участие в международной конференции «Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем» в Тель-Авивском университете. Конференция была организована, чтобы определить, в каких аспектах Израиль мог бы сотрудничать с теми странами, которые не признаны им. Даур Ковы выступил на круглом столе в качестве докладчика. Глава МИД Абхазии обратился к историческим связям абхазского и еврейского народов, упомянув формирование еврейской общины и образование синагоги в Абхазии. Очень большой интерес вызвал этот круглый стол, было очень много участников. Большой интерес проявили к нашей стране по различным вопросам. И должен сказать, что сам Тель-Авивский университет, на базе которого проходила эта конференция, кстати, хочу выразить большую им благодарность за то, что организовали этот круглый стол, и кафедра политологии и международного права, были все преподаватели, весь профессорско-преподавательский состав. То есть очень большой интерес был придан этому круглому столу. Это не первая поездка Даура Ковы в Израиль. Встречи с официальными лицами были и в рамках прежних визитов. В ходе нынешней поездки состоялась встреча с послом России в Израиле Александром Шейным, с которым обсуждался вопрос информационного присутствия Абхазии в Израиле. Министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы также принял участие в эфире 2 государственных радиостанций Израиля Решет Бен и Река. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Паспорт гражданина Абхазии теперь можно получить, не выходя из дома. Услуга предоставляется недееспособным людям, у которых нет возможности выехать в паспортный стол для осуществления необходимых процедур. Как это работает, узнавала Саресмар.
У жительницы Сухума Лилии Голынской с утра необычные гости. Сотрудники МВД раскладывают технику у нее на кухне и одновременно объясняют. Теперь у ее больного мужа есть возможность получить паспорт, не выходя из дома. Лилии такая перспектива на руку, ведь ей не придется вместе с мужем простаивать долгие очереди и проходить множество кабинетов, чтобы получить паспорт гражданина Абхазии. Ну, нет слов. Даже я не знала, что такое может быть. На самом деле, не потому что это я. Я бы давно бы это все сделала. Кто это придумал? Благодарность какая, я не знаю. Данный мобильный комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и технологией. Это ноутбук с установленной специальной программой, устройство для снятия отпечатков пальцев. Теперь даже сфотографироваться можно, не выходя из дома. Подобной системы для получения паспорта и вида на жительство для людей с ограниченными возможностями ранее в Абхазии не было. Данный мобильный комплекс полностью заменяет собой автоматизированное рабочее место. Плюс его в том, что с ним можно выехать на место по адресу. Если человек недееспособный, больной или не может сам прийти в паспортный стол и сдать документы, инспектор паспортного стола выезжает по адресу и на месте осуществляет прием документов для получения гражданского паспорта. Отныне длинные очереди и бумажная волокита для недееспособных людей позади. Они будут получать удостоверение личности, не выходя из собственного дома. А это значит, что все неудобства для них самих и их родственников в прошлом. Теперь инспекторы паспортного подразделения МВД сами выезжают по адресу во всех городах и районах республики и на месте принимают, а также оформляют все необходимые документы. Сария Смыр, Абхазское телевидение. 13 ноября – Всемирный день доброты. Отметили этот день и в Абхазии. При поддержке Министерства образования во всех школах и интернатах страны прошли уроки добра. Кроме того, дети организовали ярмарку, все вырученные средства от которой передали в фонд Ашана. Алика Трапш продолжит тему. Вот уже 4-й год подряд по инициативе культурно-благотворительного фонда Ашана у нас в стране отмечают Всемирный день доброты. С утра во всех школах учителя и волонтеры проводят детям уроки доброты. Во второй Сухумской средней школе директор фонда Ашана Мактина Джинджоля рассказала детям о значимости этого дня. А дети, в свою очередь, рассказывают о своем понимании доброты. Я понимаю, помощь – это кому-то помочь, тем детям, которые нуждаются больше всего, у которых нет таких пунктов, не могут пойти в школу, которые, им нужна помощь, и мы помогаем тем, чем мы можем. Доброта – это прежде всего бережное и внимательное отношение к кому-либо или к чему-либо. Когда говорят «добрый человек», то имеют в виду, что его слова и поступки добры к другим людям и окружающему миру. Каждое доброе деяние делает нас самих лучше. Каждый поступок, совершенный во благо другого, заслуживает уважения. Уже стало традицией, что дети в этот день приносят в школу различные сладости, выпечку, хлебобулочные изделия, игрушки и продают. Такая своеобразная ярмарка, все вырученные средства от которой идут в копилку добра. Сегодня день добра, мы продаем сладости, игрушки, чтобы собрать нужную сумму денег, чтобы помочь бедным детям. Каждому ребенку нужна семья, нужно счастье. И многим детям в Абхазии вот как раз таки этого не хватает. Я надеюсь, мы соберем много денег, вся школа соберет деньги, чтобы этим малышам хватило на счастье, на семью. Научить детей делать добро – главная цель проведения уроков добра в школах. Цель уроков добра – это, конечно же, воспитать в детях стремление делать добро, чтобы вырастить новое поколение милосердных, добрых детей. Уроки добра не направлены на сбор средств, однако многие школы стараются креативно подходить к проведению уроков. В этот день организовывают выставки продажи детских поделок, ярмарки еды. Приглашают на это мероприятие родителей, гостей, которые покупают у детей поделки, сладости, жертвуют фонд Ашана на лечение больных деток. В Сухумской 10-й горской школе волонтеры также провели урок добра. Затем ученики 9 В-класса посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заходя в каждую палату, дети дарили пожилым людям фрукты и сладости. Те же, в свою очередь, благодарили гостей и охотно интересовались жизнью школьников и давали дельные советы. С 5 класса
что должны дети учить шить, вязать, чтобы, может, кто-то великим математиком не будет, но мама и сестрой обязательно будет. Шить и вязать надо. Так что, большое вам спасибо, что вы нас вспоминаете. Огромное спасибо вам. Спасибо вам за ваш труд. Да. Я думаю, что подобные акции следовало бы проводить чаще, потому что все-таки это одинокие пожилые люди, им было бы, конечно же, безумно приятно видеть детей, приходящих их навестить. Быть добрым важно не только в этот день, но и ежедневно, причем безгранично и бескорыстно. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг, сделать всех чуточку добрее. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.